«Моя история» стартует традиционный велопробег по направлению Якутск-Чачур-Муран. Живое наследие Якутии. С 2011 года попечительский совет центра Берегиня проводит традиционные велопробеги по различным направлениям с целью изучения родного края. И при проведении велопробега нам всегда помогают наши друзья, социальные партнеры. Сегодня нашими партнерами выступили музейный комплекс «Моя история», мотоклуб «Ночные волки» и молодежное крыло Русского географического общества. Здравствуйте, ребята! С праздником всех вас! Всех присутствующих здесь, всех якутян поздравляю с Днем России, с этим прекрасным государственным праздником. Этот день, когда мы все объединяемся в любви к своей Родине. Мы думаем о ее перспективах, думаем о нашем будущем. И сегодня, стоя, можно сказать, на нашей многовековой истории, здесь, у исторического парка, который недавно открыл свои двери, мы с радостью отмечаем, что уже второй год мы даем старт этой прекрасной акции, велопробегу нашего дома Берегиня. И благодарим в этот день попечителей, которые сегодня здесь находятся, и наших партнеров, мотоклуб «Ночные волки», всех, кто душой радеет за это дело, за то, что занимаются воспитанием детей, помогают им развиваться всесторонне. И вот велопробег, который сегодня вас объединит, он даст вам возможность узнать что-то новое. Русское географическое общество проведет с вами интересную, увлекательную квест-игру. Давайте проведем это время с пользой. Давайте славить Россию своим трудом, своим творчеством. Давайте любить свою страну. С праздником всех! И слово предоставляется председателю попечительского совета Александру Григорьевичу Подголову. С Днем России! Этому празднику всего лишь 28 лет. У каждого государства должен быть праздник. Всех с праздником! Итак, объявляется старт. Ура! Велопробег стартовал! Скажи, с праздником! С праздником С всех! Днем России! С праздником Днем России! Ага. Что ты хочешь пожелать жителям Якутии? Добра, счастья и здоровья. И? И здоровья. Здорово, это самое главное, самое важное. Ну, мы второй год проводим День России, это большой праздник для нашей страны, и поэтому мы выступаем такой консолидирующей площадкой наших якутян, жителей столицы, и проводим в этот день целый фестиваль мероприятий. И вот первое мероприятие, которое у нас сегодня состоялось, оно очень важное, оно такое очень красивое, такое доброе. Это мы второй год проводим старт велопробега с участием воспитанников детского дома Берегиня. Вот. Это как бы символизирует наш настрой на будущее, потому что наши дети это главное. И вот то, как мы будем с ними заниматься, как мы будем участвовать в их жизни, как мы будем заботиться о их воспитании,
воспитывать их мировоззрение, любовь к своей родине. От этого очень много зависит в развитии нашей страны. И не случайно, что вот исторический парк, как учреждение, которое служит донесению объективной информации в таком привлекательном формате о нашей многовековой истории, в первую очередь ориентирован на детей и на молодежь, мы, конечно, когда к нам обратились наши друзья, а друзьями нашими являются практически все социальные общественные организации, которые занимаются детьми, благотворительные фонды, мы с ними активно сотрудничаем и даем возможность здесь проводить свои мероприятия. И, как оказалось, это очень востребовано. Конечно, мы сотрудничаем со школами и так далее, но вот если вернуться именно к этой акции, то вот второй год мы ее проводим, и это определенный символизм, и я считаю, что это имеет определенный символизм. Дети получают хороший настрой, участвуют в программе изучения, скажем, своего края. И сегодня Русское географическое общество, якутское отделение в этом участвует. В этом участвуют попечители, которые выделяют свои призы детям, выделяют велосипеды, на которых дети будут проделывать свой маршрут. Это служит изучению своего края. А что самое главное? Это знать историю, культуру, свой край. Тогда ты воспитываешь в себе любовь к своей стране. А без любви к своей стране мы не можем построить нормального будущего. Вот этот смысл заложен в этом. Они проводят познавательное это время, они объединяются, они общаются, учатся дружить, учатся любить, вот, и получают заряд хорошей, здоровой энергии. Да, это у нас акция, она традиционная, и но второй раз мы проводим именно от музея, вот от этого музея, и второй раз именно совместно с «Ночными волками». Самое главное, что они принимают участие, сейчас ребята поедут туда на гору, и они будут вместе с ними там весь день. Когда они повзрослеют и будут вспоминать День России, вот многие дети даже не смогут вспомнить, что они делали в День России. А наши дети, они всегда будут вспоминать, что это был велопробег, что это был музей, что это были ночные волки, что это были знамена, что это было очень торжественно. У них обязательно у всех отложится в память. И самое главное, что у них отложится в памяти то, что им будут сейчас рассказывать там, на Чучур-Муране. О Якутии, о России, о Якутске. Да нет, ну вы знаете, пробег ради пробега это неинтересно. Да? Ехать просто для того, чтобы ехать, неинтересно. Этот проект, он приурочен не только к Дню России, но и сделан в рамках проекта «Якутия. Мой дом». То есть ребята, помимо того, что они, скажем так, оздоровятся, проехав энное количество километров на велосипедах, они также узнают много нового о своем городе, о своей республике, в том числе о своей стране. То есть это интересно познавать новое, тем более для детей. – 12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых молодых государственных праздников в стране. В День России в мультимедийном парке «Россия. Моя история» прошли необычные экскурсии. Для посетителей парка их провели известные в разных сферах люди – журналисты, актеры, представители партий и общественных движений. Время меняются взаимоотношения стран, и, соответственно, и подход, и видение на историю тоже меняются. К сожалению, за последние десятилетия, несколько десятилетий отношение к России, отношение к победе, великой победе нашей Великой Отечественной войне у многих стран и, соответственно, у многих народов поменялось. Когда мы узнаем о том, что во многих странах, не только Европы, маршируют нацисты, когда мы узнаем, что выпускают юбилейные медали, юбилейные монеты, где нет флага Советского Союза, основного победителя, который имел
самые большие потери, это 27 миллионов человек. Печально. Поэтому вот эту попытку стереть с памяти, с нашей памяти, с памяти русского народа, российского народа, вот ту великую победу, я считаю, мы никак не должны этого допустить. Если наши деды, прадеды победили в кровавой войне с автоматом в руках, с оружием в руках, то сейчас мы должны выстоять и отстоять эту победу уже в информационной войне. Анатолий Кырджигасов со знанием темы рассказал посетителям о Сталинградской битве. Вообще попробовать себя в роли экскурсовода и рассказать посетителям об интересных фактах, о прошлом и настоящем России, ответить на вопросы посетителей – задача непростая. Несмотря на это, каждый экскурсовод с поставленной задачей справился. Некоторые экскурсоводы втянулись в роль настолько, что готовы продолжить эту практику. Главный редактор журнала «Журфикс» Яна Угарова провела экскурсию на тему «Роль личности в культуре России». Когда мне показали вот эти вот викторины, там вот такую вот вещь, да, такую, ну, в смысле, которую можешь потрогать, там, поучаствовать, ну, мне кажется, это здорово вообще, да. Я сама с удовольствием вот поотвечала на эти вопросы, на другие вопросы, да, поняла, что я не все знаю. Например, я люблю «Приключения электроника», а самой популярной была «Косогости из будущего». Вот это, как бы, у меня не согласие. Вот, но и поскольку это, на мой взгляд, это интересная форма сама по себе, да, то вот как бы надо было сделать такой аккорд, ну, как бы, чтобы людям запомнилось и было интересно. Ну, вообще, вот как бы я очень много езжу по миру, да, и у меня есть такие друзья, которые говорят, нам не нужно там экскурсоводов, мы сами разберемся, не хотим там группой ходить, там все такое прочее, да. Но я, например, лично, да, я считаю, что надо обязательно как бы получить какую-то информацию. Вот одно дело ты прочитал, а другое дело ты как бы можешь вживую как бы послушать и задать вопросы. И очень важно, конечно, личность экскурсовода, это тоже важно, потому что через человека у тебя появляется интерес к тому, что он рассказывает. Всего прошло 13 необычных экскурсий. Темы касались истории не только России, но и Якутии, государственной символики, спорта, вероисповеданий, тяжелых времен перестройки, кинематографа, театра и самобытности современной России. Например, старший преподаватель кафедры конституционного права и юридического факультета Северо-Восточного федерального университета в роли экскурсовода рассказала об истории Конституции России. Конечно, безусловно, сложно во время экскурсии из-за того, что возраст аудитории, он слишком, разрыв очень большой. То есть здесь и пятиклассник стоит, и возрастные люди стоят, но при всем при этом необходимо донести рассказ, тем более такие политические события 90-х годов, донести до каждого слушателя, это, безусловно, сложно. Но это интересно, тем и интересно, это и вызывает интерес, возможно, во мне в первую очередь, как у экскурсовода. Большие и маленькие посетители исторического парка узнали о том, как появился один из самых молодых праздников в стране, как Россия обрела независимость и первого президента, а также много других интересных исторических фактов. Это рождение совершенно нового государства, совершенно новыми правилами жительства, совместного жительства этого народов, которые проживают на территории нашего государства. Почему нет? Поэтому и праздник. Потому что мы приняли правила совместного жительства. День России – праздник гордости и признания в любви к своей родине, к ее великой истории. Необычные истории исторического парка получили положительный отклик от посетителей. 12 июня исторический парк провел одну из самых своих замечательных мероприятий – экскурсия известными личностями. Всего было проведено 13 экскурсий, привлечены 11 известных личностей. Посетители и сами экскурсоводы остались довольны. И совместно мы организаторами решили продолжить подобное мероприятие. И приглашаем других наших известных личностей в проведение подобных мероприятий. Мы, в свою очередь, готовы предоставить вам материалы, подготовить вас, ну и, соответственно, обучить по организации экскурсии. Так что это, во-первых, будет интересно не только вам, но и развитие вашего творчества, можно сказать. Так что приглашаем к сотрудничеству. Ну и нашим посетителям хотел бы сказать, что наш исторический парк
продолжить удивлять вас другими интересными событиями. Экспозиции исторического парка «Россия. Моя история» представляют всю историю нашей страны с древних времен до наших дней. День России – хороший повод для кого-то вспомнить, а для кого-то лучше узнать события недавнего прошлого.